Привет. Да, причесон еще тот. Сегодня 7 июля, 25 год. Проснулся около реки Нера, в сторожке, в караульной. Вот. Время 7:21. 7:21. Ну все. Опять надо. Спиральку включил. Пойдем на улицу. Так. Ну да, ночью был дождь. Ветер сильный. Причем он сейчас будет встречный. Сейчас ехать вот туда. И он как раз вот оттуда и дует. Встречный ветер. Так, побаливает горло. Что-то горлышко першит. Першит. Он поднял в кибитку. Здесь теплее. Оп. Все, буду готовить завтрак. Водичка есть. Сейчас второй большой доширак забацаем. Угу. Огромный доширачище. Сейчас мы с ним справимся. И будет в сумке посвободнее место. Вот. Так бы рис, конечно. Ну ладно, рис завтра, наверное, сделаю. Да, на один раз как раз его надо доесть. Все. Доширак. Что-то консерву даже открывать неохота. Ну, наверное, придется тушенку открыть. Ехать долго, сегодня 80 километров надо проехать. Вот, если я выйду в 8:30, ну или в 9 даже. Вот до 9 крутить 12 часов, да, наверняка проеду. Ну, хотелось бы, если ветер не помешает, не знаю, какие там сейчас перевальчики будут, маленькие, небольшие. Ну все, давай, готовим. Вроде нормально так, самочувствие, бодрячок. Холодно только на улице. Дубак. Угу. Так, вода вскипела, чай готов. Ага, это готово. Ну все, сейчас тушенку открываем и будем есть. Свинина, высший сорт, ГОСТ, Бурятмяспром. Погнали. Ну все, выхожу со своего ночлега. Едем. Вот, местные жители подходят, работают там на чем, как это называется? Метеостанция. На метеостанции. Короче, работают. Вот, подсказали, где сейчас источник. Поеду за водичкой. Ну и заодно туда, в Магадан. Вот местным привет. Вот эту метеостанцию в советское время называли Нерская труба. Ну, сейчас просто, наверное, метеостанция. Нерская труба, ветрище постоянно. Ну, и, говорит, он встречный все время здесь. В этом, ну, в основном. Вот, говорит, сейчас поедешь. Тебе будет трудновато ехать. Скалы вон, прям рядышком горы. Но встречный ветер приличный. Ну что, ночь прошла нормально. Правда, долго что-то не мог заснуть. Но потом сон одолел все-таки. Ну, где-то я в 3 часу, наверное, уснул. Ну, что-то прям долго-долго. А, нет, я поспал немножко до дождя, да. Потом дождь. Ну, в общем, вот так. Дождь был кратковременный, дорога отличная. Ну, в смысле, пыли нет и грязи нет. В меру смочено. Да. Ну, где-то сколько мне, да, Снера-то. Тут я 60 сейчас проехал, 60 и... Ну да, километров 900 осталось, наверное. Фу. Едем. Ну вот он, 1030 километр. Только выехал. Поехали вдоль гор, где-то там по режиму сейчас будем проезжать. Водопредупреждение. Внимание, впереди опасный участок дороги. Режим. Вот вдоль реки. Тут река, тут скала. Вон написано, что камнепад. 8 километров извилистой дороги. И там дальше знак камнепада. Да, грустняк.
Ну вот он знак, камнепад 5 километров. Да, вот такие горки. Поехали. И речка течет. Ну, красиво, только река грязная еще. Может, она всегда грязная, но дожди точно грязная. Ну, вот так осыпается. Да, высоковато. 1031 километр. Ну, а с той стороны лесок на горах. Ту-ту-ту. Да. Ну, юные художники пытаются рисовать. Ну вот на этом прижиме течет такой вот водопадик. Постирал перчатки. Едем до следующего. Воду тут не буду набирать. На следующий наберем. А тут оттуда я приехал. Да, вот такие ответственные тут все-таки скалы. Дорога поворачивает. Ущелье такое. И вон туда вдоль реки продолжаем ехать. Да, в ущелье едем. Ну, кто-то догоняет. Ага. Местные. Все-таки поставил вел. Едем туда. Проехал, думаю, мне надо набрать водички. Потом будет там, не будет. Непонятно. А набрать надо. Так, пойдем по той стороне. Оп. Ручеек. Да. Так. А вот и грибочки растут. Все тут есть у них. Так, давай вот здесь, наверное, наберем. Что-то мутная она. Вода-то. Ну да, дожди. Ладно, профильтруем, если что. Ну да, вот такая водичка. Придется фильтровать. Что, я его зря вожу, что ли, насос? Ой, насос, говорю, фильтр. Отфильтруем. И будем пить. Если чище не найдем. Так. Дебри. Угу. Ну вот так. Тык. Все, вышли. Фух. Да, чистая горная вода. Но после дождя. Ага. Привязываем и в поход. Вот так и едем по ущелью.
Река, дорога, горы. Пока впереди то же самое, все дорога вдаль уходит. Там что-то пасмурно. Прижим закончился. Прижим конец он. Тут раз машинка стоит брошенная. Здесь погрузочная, разгрузочная. Ну как бы кончился, но он все равно идет вдоль этого. Ну камнепад, наверное, там. А здесь просто близко горы. Ну тут речка течет. Так вот. Мужик, вот, который утром сегодня встретился, рассказывает, говорит, это весной, в мае, к нему пришел медведь. Голодный, прет в дом. Туда, в сторожку. Он говорит, я стреляю. Выстрел охотника. Все, он отбегает. Ага, и опять прет. Так несколько раз, говорит, пошел за бензопилой. Включил. Все, он убежал. Как убежал? Отстал. Она орет, говорит, громче. Все, говорит, на ночь включил генератор. Все, медведь не приходил больше. Вот такие они тут настырные. Да, голодные. Сейчас, надеюсь, не такие голодные. Да, грязюка местами. Еще есть. Вся речка, он разрыта. Вся в переработках, в отработках. Птичка, он сидит на бревнышке, на пенечке. Он поет, спугнул ее. Из камышей отсюда вылетела. 10 километров проехал. Да, не быстро. Вон сурок стоит на дорожке. На задние лапки поднялся. Пойдем. Или суслик это. Кто это? Живность есть. Вот она прям. А что их не быть? Тут медведи живут. Им чем-то надо питаться. Да. Так вдоль реки идем. Металл. Все уже не нужно. Парень вон на КамАЗе подъехал. Поговорили, что как. Что им помочь? Я говорю, да блин, что-то воды мало. Давай отолью. Он 1,5 налил мне нормальной чистой воды. Говорит, мы тоже из ручья набирали. Раньше где-то там до дождей. Все, 1,5 есть воды. Теперь должно хватить. На какое-то время. А то это что-то прям... Та-то прям вся желтая. Что, едем? Настроение улучшилось. Вода появилась. Можно и покрутить. Вот река Андыгычан. Доехали. Потихонечку. Андыгычан. Так. С той стороны. И туда течет. Андыгычан. И мы потихонечку тут едем. С водичкой теперь хорошо. Сейчас остановлюсь, попью. Место позволяет.
Красиво, свежо. И едешь так, и хоп, указатель. То один, то другой. Вот это так тур. Куда-то туда налево. Ну, то направо. Такие вот есть указатели. Идешь тут раз, плакатик. Телефон экстренных служб. 411 54 21 036. Звонить. Ого, он доехал до моста, до большого. Ну, а там все опять он изрыто. Телефончики. Куча. Ну, спускаемся к мосту. Так, это мост через реку Бурустах. Вот он пошел. А здесь дорога налево поворачивает. Давайте почитаем, что тут пишет. Нет, туда не поедем. Вот здесь станем. Так, Сосыр 187, Зырянка 489 и Среднеколымск 845. Да, вот туда это. Далековато. Ага, ну а мы здесь. О, горы одни выше других. Бурустах. Бурустах. Вот он. Указатель. Так, Артык 45. Вот мне осталось бы, хотелось сегодня бы доехать прям до Артыка. Артык 45. Делянкир 94. Ну, это, наверное, завтра как пойдет, не знаю. Магадан 930. 930 всего. Это радует. Ну, а там он куча щебня. Подъезд к ним. Заезд. Да. Тяжеловато что-то идет. Ну ладно, как идет. Поехали. Фу, дошел. Сколько? 33 проехал за 4 часа. Все, дошел вот до... Как они называются? Ограждения. Все, решил передохнуть. Устроить небольшой перекос. Да. Здесь он куча щебня со всех сторон. И река течет. Речка течет. Щебень кругом лежит. Фу, горы, да. Что-то я думаю, надо отдохнуть, подкрепиться. Силы покидают. О, там облака. Да, погода не жаркая. То ветер, то его нет, то он опять. Если он дует, то он встречный. Сейчас повернул он сбоку. Хорошо. Так, мне еще... Да, 42, наверное. Где-то так. 43 километра. Ну давай, что у нас на перекус? У меня там булочка с маком. Водичка. А, ну и эти орешки с сгущенкой. Да, так и сделаем. О, так и будем есть. Все. И вот время для принятия еды. Так, сначала сладкого. Угу. Красота.
С маком. Мгм. Вкусно. Он опять прижим 1,4 километра. 1,5 километра опасностей. Ну, вдоль реки, справа река, слева прижим будет. Это 1062 километр. 1062. Угу. Ну, вот такой он прижимчик. Да, скала совсем близко. Обрыв рядом к реке. Вот река. Это заводь какая-то там, да, река дальше, наверное. Может, это она так и идет, просто здесь разделывает, да нет. Ну, а эти, да, горы вот нависают. Угу. Да, едем потихонечку. Вот речка делает такой поворот здесь. Течение быстрое. Вон оттуда она течет. Поворачиваем. И туда. Да. Ну а за спиной картина не поменялась. Ну вот, вдоль реки настроены здесь такие, как они, молы, наверное, против волн, против течения, чтобы не размывало дорогу. Ну да, порядком, вон до туда прям видно, половодье здесь бушует Нера. Вот водопад повыше. Да еду, вот смотрю, здесь опять заграждение, ручеек бежит, думаю, эту воду надо вылить, пить страшно. А вот эту сейчас попробуем набрать, посмотрим, какая она. Лучше, нет? По цвету. Цвет прям вообще не внушает доверия. Ну вот такой тут водопад. Бежит. Прям хорошо. Ай. Ну а мы, наверное, туда не пойдем. Что там мочиться-то? Мы здесь наберем. Ну тоже что-то, блин, он. Я что-то вообще боюсь в этих реках. Что-либо набирать. Кругом золотари. Все работают. Давай. Ну да, по цвету лучше, по качеству не знаю. Что за пена вон? Откуда? Что там наверху происходит? Кто там работает? Может, никто. О. Ну вот, приличная вода.
Ладно, тоже фильтровать. Все фильтровать. Так. Это мы сделали. Так, мне осталось где-то меньше 20 или 20 километров ехать. Вон тут у них сооружение. Угу. Да. Ну, чувствуется, что-то я простыл, похоже. Немножко не очень себя хорошо чувствую с этими дождями. Да. Да жарко, холодно. Расстегнешься, продувает. Застегнешься, жарко. О! Все, вышли. Это 1080 километр. Ну вот мне еще 21. Да, 21 км. Должно быть так. Ну и тут речки. Ладно, заменим воду, подождем. Ну вот хоть что-то необычное. Река. Сюрприз. Сюрприз. Да, река есть. Маленькая, вон ее загнали в русло. Течет. Хорошо. А тут реконструкция автомобильной дороги Колыма-Якутск-Магадан с 1121 по 1142, 20 километров, короче. Окончание работ 31 прошлого года. То есть уже все сделано. Но сегодня я до туда не доеду, завтра. Вот. Ну а пока едем тут. Ну да, трассу он сделали они. Как бы, ну. Пока ровно. Ну как гребенка вон. Стиральная доска. Да, потрясывает. Ну так широко пока. Ям нет. Вот год прошел. Хара-Юрях. Река. Преодолеваем по мосту. Да, дорога хороша. Но скалки все равно вот такие вот. Прям рядышком. Рядом. Все нависает. Особенно вон там вот. Да. Ну ладно. Пусть дальше делают. Так, а я проехал 65. И где-то вот километров 7 осталось, наверное, до поселка. Артык. Во, весь склон в цветах. Нормально. Вот тоже сейчас машина останавливается. Я только пешком поднялся на этот перевальчик. Вот, 1094 километр. Поднялся, он останавливается, говорит, аккуратней, там за Артыком, говорит, мамаши ходят с медвежатами. Я говорю, ну я сегодня-то до Артыка только. Он говорит, ну прямо вот за Артыком ходят, говорит, на лапы встает, орет, блин, на машины. Я, говорит, снимал ее. О, эти медведи, блин, в этом году что-то прям вообще жесть. Короче, ладно, завтра будем думать, что, давай сегодня сначала день надо прожить. До Артыка, по моим 5 километров. Где-то пятерочка. Давай, сейчас въедем. Кафешка, наверное, закрылась уже, все закрылось. Посмотрим сейчас. Ну, что это как? Ой. Да, эти медведи. Ну вот ближе к Артыку дорога похуже, конечно, стала. Там и грязюка есть немножко. Ну вот так.
Одна полоса нормальная, вторая нерабочая. Вон, свалочка рядышком. Все как бы вот равнина. Мы поднялись наверх, это наверху. Сейчас где-то мы к речке будем спускаться. И поселок должен быть. Так, я уже 71 проехал. Сейчас будет 72. Ну вот, где-то пора ему появляться. Артыку. Сейчас посмотрим, какой километраж по верстовым столбам. И определимся. Ну. Ага. Не вижу точно. Тысяча 99. Ага, ну пара километров по этим, судя. Где-то на 101, наверное. 1099. Ну да, горы так вон и идут, только уже немножко в отдалении. Вот, с одной стороны, с этой стороны пока не видать за лесом. Тайга скрыла все. Так, река Артык. 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 Да, есть река. Течет. Вот. И туда. Вон там, вон. Здесь заходят под мост, и вон с той стороны вытекает. Ну да, весной здесь все бурлит. Воды много. Разливается. А сейчас вот. Тут два русла. Ага, вон там третье. Да, рукава такие. И тут соединяется. Хорошо. Речка есть, значит, сейчас будет и поселок. Артык. Будет поселочек. Так, мост закончился на 1100 километре. Или начинается отсюда. 1100. Так, у меня 73 уже пройдено. Угу. Ну все, сейчас поселок должен быть. Где ты? Поселок. Да, вот они насыпь тут насыпали. Очень высоко. Ну, к мосту понятно. И там дальше дорога тоже высокая. Не знаю, метров, наверное, 6 насыпи. С одной стороны, а с другой повыше. И там болотца. Болотце повыше. Поближе к дороге. О, ну давай, Артык, встречай. Ну вот и он. Артык. А вот вторая надпись. Поселок Артык. И там, не знаю, что, герб или машина это. С флажками. Похоже на машину, да. Ага. 1,5 километра 40. Так, значит, поселок 1,5 километра. Ну вот. 1101 километр. Все правильно. 74 я проехал до него. Ну, сейчас я еще накатаю по нему километр. Как минимум. Ух. Вот так. Артык. Ну вот, включился сразу. Хотел что-то найти, посмотрел, он такой маленький. Школа, интернат. Какая-то ветлечебница. И что-то еще. Да. Ну, здесь разруха, как всегда. Как везде. Там он что-то пожарное, то есть пожарная часть, что ли, у них есть. Ого-го.
Так, тут у них электричество. Так, заброшки. Ну ладно, сейчас в центр приедем, посмотрим. Ну да, такое впечатление прям угнетающее. Артык, АТК, Сахоз, Сахазоло, Тотранс. Что-то экран, все в запустении. Все. Ну здесь вот, да, тарелочки, правда, какие-то у них прям. Вон. Куча всего. Так, что делаем? Непонятно. Там школа или не школа, клуб какой-то. Может, все в одном. Ну, это надо с улицы сходить вон туда, во дворы налево. Сейчас пройду его весь и вернусь. Угу. Артыкская автобаза. Вот это. А там непонятно что, ладно. Здесь. Ну вот какая-то ветлечебница или что. Артыкская участковая больница. А, вот как. Участковая больница. Все понятно. Ну ладно, в общем, грустненько, печальненько. Но жить можно. Надпись АЗС. Дистоплю 76 масла. Да. Сколько лет этого нет, ничего. Непонятно. В общем, разруха полнейшая, блин. Все догнивает, все гниет. Машины, дома. Все, короче, прям в упадке. Ага, вон Артык и заканчивается. Вывеска. Конец Артыку. Счастливого пути. Да. Тут болото. Комарья много, я прям останавливаюсь. Его куча. Так. ДПС. Ну что, выезжать пока не будем. Вернемся в поселок. Где-то надо вставать. Вот встретил человека, как зовут вас? Юрий. Вот, Юрий встретил. Он мне рассказал немножко про Артык. Вот, показал магазины. Кафе завтра зайду. Вот, огромное спасибо, Юрий. Да не за что, всегда рад. Угу. Счастливо. Ну вот, а здесь вот памятник Владимиру Ильичу Ленину, и за ним клуб. И Юрий говорит, работает. Редко, но работает. Впереди школа. Вон там школа. А здесь бывшая доска почета. Ну вот. Ну, поговорили, говорит, была крупнейшая автобаза. 3000 машин. Или 300. Короче, много машин. Ну, это вот то похоже, да, наверное, 300. Где золото, что-то с золотом связано. Все, развалилось. Говорю, чем живет? Да, говорит, ничем. Тут теперь у них этот для инвалидов и престарелых дом со всего района сюда привозят. И вот за ними тут ухаживают, обихаживают. Ну, вот раньше было, наверное, красиво. Вон тигры. Ну, там тоже ничего. Ну, урны есть, скамеечки есть. Народу нет. Он говорит, сколько у вас тут живет? Он говорит, ну, человек 300, наверное. Всего 300 наберется. Ну, садик и школа в одном здании. Все работает. Вот. Клуб работает. Ну, как или... Ну, работают, раз есть. Не закрыли. Ой. Так, пойду-ка я посмотрю, где-то здесь должен быть. Прислоним. Пошли посмотрим вообще, что тут есть. Отделение почты. Так.
Да, говорит, жило здесь 4000 человек. 500 детей в школу ходили, учились 2 смены в школе. Все было, все работало. Вот, а сейчас все, ничего нет, ничего не осталось. Он на насосной работает, на пенсии. Да. Ну вот. То есть производства как такового-то нету. Ничего. Да, беда. Он говорит, ну иди вот, говорит, на эту на заправочную станцию. Там, говорит, комната. Ну, я зашел, посмотрел. Ну, да, сейчас туда зайду. И остановлюсь. Да. Ну, короче, вот зашел я через калиточку. Вот тут вот. Здесь. Тут бочки стояли, похоже, с горючим. Цистерны. Ну вот. Здесь комнатка раз. Батареи, ну, кухня, наверное, что-то такое, не знаю. Здесь туалет. Умывальник. Шапка прикольная. Тут у нас кто-то сидит. Ну а здесь вот как все было, так и осталось. Полочка, телефон, даже 2 телефона, цветы засохшие. Ну вот включил от комаров. Спиральку пока поджег. Пусть. Но часики тоже не ходят. Сейф, сейф. В сейфах, кстати, еще что-то есть. Ну, ключи, по крайней мере, есть. Вот. Какая-то фигня лежит. Угу. Ну вот, стол, диванчик. Пожарная часть звонить. Ну, ой, еще за 23-й год календарь висит. Удивительно. Оба велосипедист едет. Какой-то местный, похоже. За окном. Угу. Ну все. Вон. Кактус засох. Не выдержал нагрузок. Ну все. Сюда пенку брошу. И буду спать. А здесь сейчас буду ужин готовить. На половинке стола. Все. Поехали. Ну вот и настало время ужина. Приготовил сегодня доширак с бурятской тушенкой. Половину тушенки открыл. Ну, в смысле, открыл всю. Сюда половину. И половину на утро. Здесь довольно-таки в помещении прохладно. Ну, как на улице. Не отапливается ничего. Так. Что здесь у меня? Цикорий с шиповником. Все. Вон фонарик взял сейчас. Запишу маленько, что проехал, сколько проехал. Все. Туалетной принадлежности. Ага, сейчас заряжу. Вон оранжевый пакетик, электроника у меня там. Ну, все. Здесь он так прибрался немножко. Палатка, одежда. Еда всякая. Ну и вел стоит. Вел загнал сюда. Все. Застелил. Это вот шторка здесь была. Постелил шторку поверх дивана. Все, спальник. Ну и сам переоделся. Сейчас поем и лягу спать. Все, время такое позднее. Ну ладно, доширак с бурятской тушенкой. Ой, прикольно. Ну, вкусно, да. Приятного аппетита.